Познакомимся с методикой пальпации брюшной полости, в основу которой положены принципы, разработанные Василием Парменовичем Образцовым и Николаем Дмитриевичем Стражеско. Первый этап пальпации – поверхностная, ориентировочная. Пальпируя симметричные участки живота, врач определяет напряжение брюшной стенки, болезненные области и состояние подкожно-жировой клетчатки. Над органом, пораженным воспалительным процессом, обычно возникает напряжение брюшной стенки и положительный симптом Щеткина-Блюмберга. Эта пальпация позволяет определить также расхождение прямых мышц живота. Цель второго этапа – методической, глубокой, скользящей пальпации – определить положение, форму, консистенцию, подвижность и болезненность органов брюшной полости. Глубокую пальпацию необходимо проводить в определенной последовательности, в зависимости от частоты прощупывания органа. Вначале исследуют сигмовидную кишку, затем слепую, поперечно-ободочную, восходящую, нисходящую ободочную кишку и желудок. Вдох. Врач пальпирует Выдох. сигмовидную кишку. Исследование проводится по определенным правилам, включающим 4 основных момента пальпации. Первый момент – установка руки врача. Второй – сдвигание кожи. Третий момент – погружение руки вглубь живота до ее задней стенки. И четвертый момент – скольжение, собственно, пальпация. Установка руки, сдвигание кожи, погружение вглубь живота, пальпация. Слепая кишка прощупывается по той же методике. Вдох. Выдох. Установка руки, сдвигание кожи, погружение вглубь живота, пальпация. Для уменьшения напряжения брюшного пресса по методу Образцова левой рукой надавливают на переднюю брюшную стенку в области пупка. Перед прощупыванием поперечно-ободочной кишки методом перкуторной пальпации находят нижнюю границу желудка. Она выявляется по исчезновению так называемого шума плеска и располагается на 3-4 см выше пупка. Границу желудка можно определить и аускультоаффрикцией по резкому ослаблению звука. Пальпацию поперечно-ободочной кишки проводят на 2 см ниже найденной ранее границы желудка. Кожа сдвигается вверх, пальцы погружаются вглубь живота и скользят по кишке к низу. Установка руки, сдвигание кожи, погружение вглубь живота, пальпация. Для прощупывания восходящей ободочной кишки применяется бимануальная пальпация по Василенко. Вдох. Выдох. Также пальпируется нисходящая ободочная кишка, установка руки, сдвигание кожи, погружение вглубь живота, пальпация. Желудок пальпируется на уровне найденной ранее нижней границы желудка, по белой линии живота и сбоку от нее. Еще раз. Вдох. Выдох. Перед пальпацией печени перкуторно находят нижнюю границу ее по срединно-ключичной линии.
Чтобы ограничить реберное дыхание и увеличить экскурсию диафрагмы, руки больного кладутся на грудь, а левая рука врача охватывает реберную дугу и сдавливает ее. Вдох, выдох. Пальпацию печени Еще раз проводят при вдох. глубоком вдохе больного. Правая рука сдвигает кожу. На выдохе погружается вглубь живота, образуя карманы с брюшной стенки. При вдохе печень, опускаясь, подходит к пальцам и соскальзывает с них. Установка руки, сдвигание кожи, образование кармана из брюшной стенки, пальпация. Пальпацию увеличенной селезенки, основанную на том же принципе, проводят в положении больного на спине или правом боку. Установка руки, сдвигание кожи, образование кармана из брюшной стенки, пальпация. При бимануальной пальпации почек на выдохе обе руки врача сближаются, а на вдохе захватывают нижний полюс почки и скользят по нему вниз. Установка рук врача, сближение их на выдохе, захват нижнего полюса почки и пальпация.